Так, кажется, мы запись начали. Тогда я сейчас сделаю демонстрацию и начнем. Так, сегодня у нас третий урок, урок типографики. Сегодня мы обсудим не только какие вообще шрифты бывают, да, как их разновидность их, как их, то есть где их скачивать, да, но и еще поговорим, как вот шрифты применять именно на макетах, как мы с ними можем работать, как неправильно, как правильно. Так, настроение шрифта. А, Настроение, то есть и сообщения, которые вы хотите донести, должны соответствовать друг другу. А, То есть есть множество шрифтов, и, допустим, у вас там определенная тематика, и все шрифты, соответственно, не подходят. И есть определенные шрифты, которые подходят именно тем или иным проектам. Например, возьмем две картинки, да, и сравним их. А, Например, вот первая картинка изображения, да, и второе. Как, то есть, что можете сказать, какому изображению, да, какому надписи вы бы больше поверили, первый или второй, да? Соответственно, мы можем понимать, что, например, первое это мы, может быть, поверим, да, что "Я люблю тебя" — это вот первая более удачная надпись, чем, например, второе. Второе, как будто это какой-то маньяк, да, написал, там склеил из газет. Вот. И, соответственно, допустим, вот возьмем следующие картинки и постараемся понять. Так, чат включен, сейчас мы будем пользоваться чатом. А, Тут у нас есть, допустим, пришел клиент, он из сферы инвестиций, да, допустим, банковская сфера, и он хочет для своего сайта главную страницу, главный баннер, да, допустим. И он просит вас подобрать шрифт. А, Можно ли, допустим, вот предложить ему такой вариант, как думаете? Напишите, пожалуйста, в чат. Да, все верно. Как думаете насчет вот этого варианта? Тоже нет. Хорошо. Напишите, пожалуйста, в каких, возможно, проектах, ну, в каких сферах можно было бы применить этот шрифт. Напишите, пожалуйста. Арт, еще, свадьба, реклама, искусство. Да, все верно. Вы очень хорошо понимаете настроение шрифтов, и у вас отлично, по-моему, ну, базовые знания, да? Салон, фотосалон, все верно. Давайте теперь следующий. Как думаете, подошел бы такой шрифт? И еще напишите, пожалуйста, те, кто узнал этот шрифт, как он называется. Возможно, вы видели это во многих редакторах. Comic Sans, все верно. Отлично. Молодцы какие. Это Comic Sans, известный шрифт такой. На самом деле очень много противоречий насчет этого шрифта, да, многим он не нравится, но почему он? Потому что он стандартный, да, идет во всех редакторах, но не надо забывать, что этот, казалось бы, такой шрифт смешной очень помог многим, особенно а, домохозяйкам, которые сидят дома, которых маленькие дети, они подготавливали, например, презентацию, да, для садика. То есть этот шрифт очень помог, то есть он такой смешной, детский и так далее. Ну, давайте не будем экспериментировать. Вот, например, этот шрифт, возьмем, что он подходит. Почему?
как мы поняли, что он подходит? Потому что, а, возможно, он нейтральный, да? То есть, как мы в предыдущих уроках говорили, шрифт не должен, когда дело касается, например, картинки и всего остального, когда мы хотим передать главную суть, он не должен как-то притягивать к себе особое внимание, да? Мы видели, что в предыдущих картинках шрифт, он был такой акцидентный, да, красивый, а он больше привлекал на себя внимание. Тут он еще идет из-за того, что такой он строгий, минималистичный, да, вот, знаете, этот шрифт, возможно, может быть, кто-то узнал, да, это шрифт робота, очень такой, а, очень популярный шрифт, шрифт от Google Fonts. Google Fonts — это получается, сервис от Гугла, и он предоставляет бесплатные шрифты латиницы, в том числе на кириллице. Вот, и это робота, на самом деле он хоть и бесплатный, да, но его многие популярные там крупные компании используют, как, например, Мегафон и Альфа-банк. Вы можете встретить на сайтах. И если выбираете там робота для таких, он в основном идет не только вот для заголовков, он идет для наборного текста, да, когда мы читаем, когда много текста, он хорошо идет, хорошо читаемый, и если вы будете его использовать, он отличный. Вот, потом я про Google Fonts, про сервисы я еще в конце скажу. Также я подготовлю, как всегда, Notion, и в Notion все ссылки соберу. Итак, дальше классификация шрифтов. То есть шрифты, они бывают разные, да, сейчас разберемся, какие вообще есть, и поставим все точки над «и». Вот. На классификацию входят антиква. Ну, если так взять в общем, да, именно по техническим разделениям, то это антиква, гротеск, акцидентный и рукописные шрифты бывают. Разберем их по отдельности. Шрифт антиква, еще называют сериф на английском, да, это собирательное название шрифтов с засечками. То есть засечки — это что? Как вы видите, тут я на примере показала, засечки — это короткие штрихи, обрамляющие основные штрихи знаков. Вот, например, вот видите, антиква написано, он, как вы заметили, без засечек. Шрифт с засечками называется антиква. Вообще, вот тема шрифтов, она очень интересна, и вот мы проходим на самом деле такую маленькую часть именно в вебе, да, но помните, мы на первом уроке Мирлан Агай рассказывал про то, что в 90-91 году, да, появились сайты, да, веб, но, получается, до этого шрифты, соответственно, были, то есть там печатные редакции в книгах, да, и первый вот шрифт, самый, получается, старинный, это именно антиква. То есть до гротесков, да, мы сейчас пройдем рукописные, да, разные шрифты, но первый, самый старинный шрифт — это антиква, он еще появился в 16, 17 и 17 веке. Сейчас, конечно, мы те шрифты не используем, но есть старинные, получается, шрифты, которые появились, и они использовались в книгах. Если вы заметите, вот книжная редакция, она больше использует антикву. Это какие вообще бывают шрифты антиква, да? Это Times New Roman, очень популярный шрифт. Georgia, да, тоже очень популярная. Но именно мы проходим веб-дизайн, и мы должны говорить, где будем использовать именно антикву. Да? Антикву мы используем в заголовках. В некоторых заголовках, когда мы хотим что-то именно подчеркнуть, но ни в коем случае не в тексте, именно не в наборном тексте, потому что такой шрифт именно в вебе, он плохо читается, он может быть неудобный для пользователя. И поэтому
Поэтому шрифт засечками мы используем именно в заголовках. Я еще покажу внизу примеры, как мы можем использовать, да, именно на сайтах, да. На сайтах мы можем использовать, например, вот, как я и говорила, в таких основных больших заголовках. И тут еще важно понимать, именно в какой тематике мы можем использовать. Шрифт засечками мы можем использовать таких, можно сказать, таком премиум-сегменте, да, в архитектурных каких-то сайтах. Это может быть музеи, какие-то арт-сайты, да. Допустим, например, это может быть... Почему-то у меня картинка не загрузилась до конца. Это могут быть еще сайты именно travel, туристические. Еще это могут быть какие-то там сайты студия, да, портфолио. Тут важно понимать, что именно засечками оно идет в паре с каким-то гротеском. И вот мы подошли к шрифтам гротеск. Гротеск, или еще называют их рубленые шрифты, sans-serif. Гротески — это шрифты без засечек по сравнению с засечками, да. Они гораздо моложе антиквы, да. Мы поговорили о том, что антиква — это самый старинный шрифт. Вот. Они появились в конце 18 века, а в 20 веке стали использоваться для набора текста. Наборный текст — это те тексты, где очень много текста, и мы в основном получаем информацию. Вот. Какие бывают гротески? Конечно, их очень много. Я тут привела просто... Это старый гротеск, Гельветика, очень популярный шрифт, очень инновационный. Появился он, я точно не могу сказать, в каком году, но с появлением этого шрифта очень многое поменялось именно в этой индустрии, да. Его много очень использовали, и даже есть фильм «Гельветика». Если будет время, посмотрите его. И еще есть такой гротеск, как Future. И еще про гротески мы поняли, что в основном мы будем использовать гротески. И, получается, гротесками входят не только эти три, получается, гарнитуры, да, а еще очень много-много всего интересного. Ну вот, допустим, даже роботы даже входят в гротеск. Это Sans, очень популярный. Еще я подготовила вам именно пак шрифтов, которые нужно скачать. Я их тоже загрузила в Notion. В конце, как мы закончим лекцию, я вам отправлю ссылку. Вот. И вначале, когда вы будете работать с шрифтами, вы будете там в разных местах видеть шрифты, будете так присматриваться, да, если вы раньше не замечали, там будете идти по улице, будете там баннеры смотреть на улице, будете анализировать, какой шрифт. Вот. И вначале, например, в своих проектах вы будете использовать очень множество в начале шрифтов, но я не рекомендую этого делать, там, потому что в разных пабликах, да, в том же там ВКонтакте есть группы шрифтов, вам могут понравиться очень много шрифтов красивых, они на картинке могут быть красивыми, но когда вы будете использовать именно в своих работах, у вас будет своя композиция, они могут не подойти. Поэтому я рекомендую использовать в своих работах те шрифты, которые я скину, а со временем вы будете уже понимать, какие шрифты бывают красивые, тренды, да, какие уже старинные. Когда вы будете это начинать понимать, вы можете смело брать шрифты, которые вам понравятся. Тут примеры, какие гротески, да, где могут использоваться. На самом деле очень много где, но вот пару примеров, где, например, на главном баннере, как они могут использоваться. Это могут быть какие-то стартапы, да, такие технологические сайты, цифровые какие-то сайты, те же сайты банков, сайты разных инновационных технологий и так далее.
Следующее — это акцентные шрифты. Как вы уже поняли по названию, да, акцент. Акцентные — это главная их отличительная черта. Они на самом деле не используются именно в наборе текста в вебе, да, они предназначены для заголовков и других там небольших отрывков текста с целью привлечения там акцентирования внимания. Тут вот пару примеров, где они могут использоваться. На самом деле, вначале я не советую использовать акцентные шрифты, потому что они могут быть, как я уже говорила, они могут по отдельности выглядеть очень красиво, но на самом деле они не рабочие. Их используют такие опытные дизайнеры в своих таких, вот бывают баннеры, именно афиши, да, какой-то концерт афишируют там и так далее. Вот в таких баннерах его можно использовать. И вот как можно еще, как использовать акцент, вы, наверное, помните, бывают футболки, толстовки, вот там его и используют. Следующий раздел — это рукописные шрифты. Рукописная гарнитура — это, вот исходя из названия, да, имитирует чей-то почерк или каллиграфический стиль. Как вы уже поняли, это вот такие шрифты, как мы вначале говорили, где мы можем их использовать. Но на самом деле в вебе можем еще использовать их на разных сайтах. Например, сайт какого-то концерта, да, тут сайт какой-то travel история, да. Именно вот он один раз используется в заголовках, и все. Больше для визуала, больше для дизайна. Следующий раздел — это анатомия шрифта. Сейчас я посмотрю, ничего я не пропустила. Так, анатомия шрифта. Это про кернинг, трекинг и интерлинеаж. Сейчас, наверное, эти слова вам ничего не говорят, но мы сейчас разберем, что же это такое. Кернинг — это изменение пробела для конкретных пар символов. То есть это расстояние между двумя буквами. Вот, например, в первом примере, да, у вас слово «привет», она по умолчанию написана. Во втором оно вот между двумя буквами расстояние большое. Вот между двумя буквами расстояние — это изменение кернинга. На самом деле он редко используется. Вот когда я делала логотип для Джолдиз Академии, вот тогда я использовала этот кернинг, когда вот хочешь именно изменить какие-то такие именно буквенном, да, буквенные размеры расстояния. Я его включила в слайд, чтобы вы запомнили это слово, и, например, когда вы будете работать в каких-то компаниях, некоторые менеджеры, они путают слово кернинг и трекинг. Трекинг мы сейчас пройдем. Трекинг — это обозначает именно расстояние между всеми буквами в слове, да. И иногда там менеджер может сказать вам: измени, пожалуйста, трекинг, то есть кернинг, а он имел в виду трекинг. То есть кернинг больше там для графических дизайнеров, да, когда они что-то рисуют, и они хотят поправить именно межбуквенное расстояние. Тут, когда нужно изменить межбуквенное во всем слове, это трекинг. Вот. Трекинг используется где? Вот я вам сейчас сразу покажу. Допустим, у вас какое-то слово, да, тот же «привет». Так, секунду. Вот. Так, секунду у меня.
Я сниму видео, где я покажу, как именно изменяются эти параметры в Photoshop, потому что мы сейчас делаем в Photoshop, да, проект. Потом мы будем изучать фигму. Сейчас я просто покажу, почему, в каких ситуациях мы используем именно трекинг. Вот возьмем, например, слово «привет», и он будет все заглавными буквами, да? А вот тут letter spacing — это и есть трекинг. Когда мы его изменяем, оно прилипает, либо отлипается, да, друг от друга буквы. И вот именно в заглавных буквах, когда мы используем трекинг, он нужен. То есть чтобы вот буквы не слиплись, да, чтобы было легче читать, мы освобождаем пространство, и мы легче воспринимаем текст. Например, вот в наборном тексте, да, когда у нас много очень текста, мы трекинг всегда берем отрицательный, да, как вы заметили, тут -1. Если он будет положительный какой-то, понятно, да, что у нас буквы по разным местам разлетаются, и нам очень трудно читать текст. Поэтому вот именно в наборном тексте мы берем отрицательный трекинг, а когда у нас какой-то там заголовок с заглавными буквами, мы берем положительный. Так, секунду, у меня тут все пропало. Мгм. Так, теперь пойдем дальше. Кегель. Что это такое? Ну, тут подсказка, да? Кегель — это размер шрифта. Переводится как размер высоты буквы, включая нижние и верхние выносные элементы у этой буквы или знака. То есть это размер, собственно, шрифта. Вот тут, например, у меня шрифт написан 96-м размером, тут 144-м. Все просто. Интерлиняж. Интерлиняж — это слово означает межстрочный пробел, то есть расстояние между строками. Почему это нужно? Мы сейчас внизу, по-моему, внизу сделала пример. Допустим, у вас есть какой-то текст на сайте, да, вы его хотите сделать более читабельным. Если вы межстрочные расстояния сделаете очень минимальным, оно на друг друга слипнется, и вам, соответственно, будет трудно читать его. Поэтому у межстрочного расстояния должно быть оптимальный размер. Как оно высчитывается? Я тут, оказывается, не написала. Допустим, у вас текст написан, текст у вас, допустим, 16, да? Обычно наборный текст идет 16 размером. То есть это самый минимальный, не минимальный, а такой оптимальный размер, когда наборный текст могут люди читать. И вот у наборного текста обычно вот в фигме оно ставится автоматически, да, вот видите, авто, интерлиняж. Когда же его не будет, вот, например, в Photoshop, по-моему, нет авто, вы приходится иногда считать вручную, сколько же там должно быть. И если, например, размер шрифта у вас 16, вы плюс-минус добавляете 8 или 10 пунктов, то есть размера. И, соответственно, например, если 16, у вас межстрочное интерлиняж должно быть 24. Либо, например, 20. Ну, это уже потом на глаз смотрите, как приятнее, да, и вот так оно высчитывается. Вообще, если вы удалите это 20 и нажмете Enter, он уже посчитает автоматом. Так, переносы, тире и кавычки. Казалось бы, да, простые в основном вещи, но они очень много чего говорят в дизайне. Переносы. Например, вот здесь в тексте, по-моему, тут не очень все хорошо, да? Почему? Потому что у нас висят предлоги. Это такая прям боль дизайнера. Иногда, ну, не всегда бывает, что ты разработчику передаешь, он
все идеально делает и все предлоги переносит на следующую строку, но как вы как дизайнер должны за этим следить, и чтобы не было вот таких моментов. Как бы должно быть, да, правильно? Правильно должно быть так, что вот предлоги, они не должны у вас висеть вот в этом, когда строка заканчивается, они должны начинаться с новой строки. Это важно для того, чтобы, во-первых, читать легче. Вот тут, например, видите, дырки образовались, это не ок, поэтому вы должны за этим тоже следить. Тире. Очень многие путают на самом деле тире и дефис. Вот когда, например, вы передаете, допустим, вы фрилансер и передаете там другому дизайнеру свой макет, и дизайнеру очень... То есть дизайнеру не только работа с картинками, с текстом, но и важна именно работа с шрифтом, именно с типографикой. Вы должны знать именно вот как правильно, как неправильно. И иногда бывает, что вместо дефиса вы поставите тире, ну, возможно, не заметите, но за этим тоже надо следить. Отличительная черта от дефиса, тире, это она освобождается с двух сторон пробелами, и она длиннее. Дефис это, соответственно, он короче, и она не освобождается с двух сторон с пробелами. Кавычки. Тут тоже момент, что не понимая правила именно написания именно вот елочки кавычек, многие их, наверное, может быть, путают, может быть, не от знания, да, но вы должны об этом знать, как правильно, чтобы передавать свои макеты. Это учитывается именно в компаниях, они по этим моментам определяют, грамотные дизайнеры или неграмотные. И елочки мы где используем? Во всех, где мы хотим использовать именно кавычки, потому что именно французские кавычки, они называются елочки. Возможно, вы запутались, но, допустим, мы возьмем какой-нибудь, мы хотим какую-нибудь компанию, да, именно взять кавычки. Так, почему-то у меня Alt не работает. Просто пока возьмем. Вот, когда он стоит отдельно, вы должны использовать именно елочки. Когда же, например, когда вы можете использовать кавычки, это когда, например, цитата. А в остальных случаях используем только елочки. Вот так можно запомнить. Горячие клавиши, я потом еще скину презентацию PDF, вы там можете посмотреть для Mac, какие используем горячие клавиши, чтобы поставить тире, кавычки, и для Windows. Так, сервисы. Как распознать шрифт? Допустим, у нас есть какой-нибудь сайт. Ну, в основном это этот. И, допустим, вам понравился какой-то шрифт, да? И если вы используете Google Chrome, то есть крутое расширение, называется OneFont. Я его также скину в Notion, и вы можете его скачать, не скачать, а через ссылку просто подключить к своему браузеру. И, например, вы вот зашли на сайт, и вот, допустим, вам этот шрифт понравился. Вы нажимаете на расширение, преподносите к нему и нажимаете на него. И он вам дает такой поп-ап, где он рассказывает, какой шрифт он тут используется.
Еще тут написано, какой размер, помните, мы говорили про интерлиняж, какой цвет, из какого семейства, да, все расписано. Очень удобно, можете пользоваться. Это про сервисы, да, где можно скачать. Как я уже говорила, я вам дам список того, что нужно скачать, какие шрифты, да. Сейчас я покажу. Вот наш, получается, раздел UX UI дизайна, и здесь на 3-м уроке я добавила раздел «Скачать шрифты», и тут вот по ссылке пройдете, там все шрифты расписаны. Как устанавливать шрифты? Тут именно в том плане, вот вы скачали шрифт и хотите их установить на компьютер. Как их установить для Windows 10, тут ссылка, и для Mac. Сервисы вот расширения. И вот сейчас хочу рассказать про Google Fonts. Где мы скачиваем? Вы скачиваете из того списка, и если вам, например, вы уверены в том, что тот или иной шрифт вам подходит, и вы прочитали, например, статью, да, где именно про тот шрифт рассказано, да, вы ищете, получается, на этом сайте. Тут на самом деле не все шрифты, конечно, но если он есть, скачиваете тут. Вот, тут вы можете настроить категорию именно про то, что мы проходили, сериф, sans-serif, да, про гротеск, про антикву. Можете настроить язык, кириллический, например, нам нужен. Тут, наверное, не нужно. И вот вы просто смотрите и скачиваете шрифты, они все бесплатные. Так, зачем нужны платные шрифты? Тут я хотела, наверное, рассказать про то, что в Google Fonts у нас есть бесплатные шрифты, но есть еще и платные шрифты, да, как мы знаем. Например, есть сайт Paratype. Это компания, которые именно работают над созданием шрифтов. И у них все шрифты платные. Как они варьируются? Допустим, там за одно начертание, начертание это что у нас? Когда жирным текстом, да, регуляр есть тонкий, когда сын называется, и одно начертание, допустим, стоит там 2000. Это используется, например, в том случае, когда пришел клиент и хочет какой-то именно необычный шрифт, который нигде не встретишь. И вы можете с ним договориться, скажете, вот я такой нашел шрифт, как тебе, если подходит, давай купим. Вот так и договаривайтесь. Или там в компаниях тоже используют платные шрифты. Чем грозит использование, допустим, платных шрифтов в своих, ну, это грозит больше вот в больших компаниях, я знаю случаи, да, допустим, история, например, вы, наверное, знаете, Азерчай. Азерчай, по-моему, использовал в своих дизайне какой-то шрифт, он был платный, но он использовал его просто бесплатно, а затем создатели этого шрифта увидели, и они, получается, авторские права нарушили, и, соответственно, они долго судились. Таких маленьких проектов я не слышала, на самом деле, таких инцидентов, но рекомендую использовать бесплатные шрифты. Например, мы будем делать портфолио, там вы можете использовать хоть платные, хоть бесплатные. Главное, если вы напишете именно концепт работа, именно работа концепции, да, в рамках курса, то это освобождает вас от того, что вас могут обвинить. Так,
про это поговорили. Шрифтовые пары. Шрифтовые пары тут, наверное, хотела показать пример. Есть очень классная студия, Red Color называется, они, по-моему, из Краснодара или из Красноярска. Они делают такие вот классные, на самом деле, проекты. На его примере я бы хотела показать вам, что такое шрифтовые пары. Так. Так, у меня интернет слабый. Так, секунду, я зайду в другой проект. В целом шрифтовая пара — это когда у нас в заголовке используется один шрифт, другой, то есть это может быть тот же антиква, да, с засечками, а в наборном тексте у вас используется гротеск, допустим, да, и именно такое сочетание называется шрифтовой парой. Следующее, то, что я хотела сказать, это использовать максимум 2 разных шрифта. То есть у вас есть проект, вы используете там, допустим, роботу и тот же, например, PTSense, да, и важно не использовать очень много разновидностей шрифтов. Важно использовать, например, заголовок вы берете какой-то один шрифт, а наборный текст какой-то другой. В крайних случаях это может быть 3 шрифта, там, может быть, логотип вы использовали и так далее. Про размеры. Размер заголовков варьируется от 24 до... Это может быть и 64, это может быть и больше, 80, да. Заголовок у нас идет H1. Основной текст у нас 16, 18, 20. Еще внизу у меня есть иллюстрация, где H1, H2 написано именно по размерам. Хочу сказать, что, например, в десктопном варианте в вебе используем 12 размер, это самый минимальный. Если идет уже ниже размер 11, 10, это уже не читается, запомните. Тут про то, как мы используем шрифты в проектах. Понятное дело, да, что мы должны уметь работать именно с пустым пространством и располагать тексты именно там. Как мы видим, тут дизайнер расположил текст слева, да, хотя у него там, тут у него пустое было. И, соответственно, мы ничего не можем прочитать. А нужно было просто поработать с пустым пространством. Вот, как раз-таки тут шрифтовая пара, когда у нас заголовок с засечками, наборный текст идет с гротеском. И, как вы заметили, тут, где About Company, интерлиняж свободный, чтобы легче читать. Вот про композицию, да, тот же шрифт, то есть тот же текст мы используем, например, слева текст, справа картинка, да, композиция. Также мы можем посмотреть картинку, если она позволяет расположить текст посередине, мы можем его также расположить, если это в целом хорошо смотрится.
Вот, тут про заголовок первого уровня он идет H1, второй уровень, это может быть там подзаголовок, да, H2, H3 до H6. Рекомендую прочитать книгу Артема Горбунова про типографику и верстку. Если кто хочет уже более подробно изучить про шрифт, да, про историю шрифтов, какие еще бывают. На самом деле, вот мы прошли, да, антикву, гротеск, они еще, вот, например, антиква, она еще разделяется на много там разделов. Вот, если кого-то заинтересовало, можете прочитать, но сейчас мы самое главное прошли, самым главным мы будем работать. Так, что-то я еще хотела рассказать, да. Вам еще хотела рассказать про теорию близости и правила внутреннего и внешнего. Это на самом деле нужно, когда мы будем работать с картинками, с текстом. И вот эта статья, я нашла его, очень хорошо рассказывает про это. Что это? Это объекты, расположенные близко друг к другу, воспринимаются связанно, да? Простой принцип, этот простой принцип лежит на основе всякого осмысленного дизайна. И на примере иллюстрации мы закрепим это вот правило, да, правило внутреннего и внешнего. Вот тут пары собираются в путешествие, да? Тут дама отошла, и тут мы понимаем, что чемодан принадлежит мужчине. Тетя без чемодана. Тут они тоже вместе, но по этой иллюстрации можем понять, что чемодан принадлежит именно мужчине, а не женщине. Ну, это условно, да, то есть он, конечно, может там взять, подержать чемодан женщины, но тут говорим про то, что к чему относится элемент, к тому он относится, к чему он близко лежит. Здесь пара либо забыла чемодан, либо он вообще не их. Это говорит о том, что если мы расположим какой-то элемент далеко от другого элемента, то мы отсоединим их. Также отношения элементов, они могут быть не только вот по близости, да, но и определяться не только там расстоянием, но и с разными факторами. Это цвет или размер. Про размер еще внизу поговорим. Тут понятное дело, что мы понимаем, что чемодан относится именно к мужчине, а женщина без чемодана. Это может быть прозрачностью или яркостью, да. Несмотря на то, что мужчина стоит рядом с чемоданом, задав правильные цвета, мы можем в дизайне менять так, что мы можем показать, что чемодан относится именно к женщине. Размером, да, то есть мы поиграли с размерами и показали то, что женщина с чемоданом, а мужчина нет. Или расстоянием, несмотря на то, что чемодан лежит рядом с женщиной, мы также изменили размеры и дали понять пользователю, да, что чемодан именно мужчины, либо там Гулливер украл у лилипута чемодан. Так, тут про шрифты мы уже поговорили. Вот тут про теорию, не про теорию, а про правила внутреннего и внешнего. Очень яркий пример. Придя на сайт, пользователь не будет думать про расстояние, он не будет соотносить текст, картинки, да, его мозг просто объединит близкие друг другу элементы, не включая в процесс сознания, то есть он не будет разбираться, да, долго. И это может сыграть злую шутку с восприятием. Например, попробуем угадать, где тут, какая из превьюшек именно 105-я серия. Да, 105-я серия, вот она. То есть вот это 105-я серия, и либо вот это 105-я серия. Я почему-то сразу
ну, почему-то там может подумать, что 105-я серия вот эта, да, но видите, вот очень незаметная полоса как будто разделена, а оказывается 105-я относится к нижнему. То есть, играя с такими расстоянием, да, мы должны понимать правила внутреннего и внешнего. По идее, как мы должны сделать, да, что 105-я серия картинка, вот эту нужно отделить наверх, и при этом мы должны дать пользователю понять, что близкие друг другу элементы, они одно значат, а остальные это другое. Так. Ну, кажется, я рассказала то, что хотела. Да, еще нет, еще нет. Еще хочу про верстку рассказать. Вот тут у нас есть такой текст. И как мы можем работать с текстом? Мы можем, конечно же, да, поставить заголовок, написать длинный текст. Но будет ли это читаться? Будет ли это удобно пользователю? Но, возможно, нет. Мы можем большой текст разделить на несколько кусков, и при этом пользователю будет как-то периодически, ну, шаг за шагом, как-то удобнее, да, вот глаз, мозг посмотрит на это, и ему покажется вот первый текст не таким длинным, он прочитает, а дальше может заинтересоваться и дальше прочитать второй и третий, да. Также как мы можем усилить, да, интерес к тексту? Мы можем, первое, мы его разделили на несколько частей, мы можем это усилить тем, что даем акценты на какие-то важные моменты, да, важные тексты. Вот, например, дизайнер болт сделал шрифт жирным, да, и пользователь, который, например, куда-то спешит, у него нет времени, но он хочет прочитать текст, быстренько прошелся по важным моментам. Вот тут чем отличие, да, от этого, что дизайнер, он на всю ширину экрана сделал текст. Это не совсем хорошо, потому что представьте себе, да, у вас там километровый текст, и вы просто идете там слева направо глазом, вы так идете, а второй текст вы уже потеряли, где начали, да. То есть именно вот центральное зрение, она охватывает какой-то определенный радиус, да, и это надо тоже учитывать. А остальные уже периферическое зрение. Вот так посередине тоже можем делать. Вот тут вот пример того, как мы можем тот же текст еще разнообразить и еще сделать интереснее. Мы можем ему дать заголовок, ну, мы можем ему дать подзаголовок, чтобы не так, чтобы там текст был длинный, да, мы короче делаем текст и даем ему подзаголовок. Подзаголовок ему легче читать, чем наборный текст. Если внутри текста есть сноска, мы его отдельно тоже выделяем и мы именно визуалом как-то отличительную делаем. Вот тут какие проблемы у нас есть. Давайте напишите в чат, какие проблемы вы видите в этом тексте. Я отключила чат. Я сейчас открою. Да, давайте. Хорошо. Вот, открыла. Ага. Ребят, напишите вот сюда, в чат, какие вы проблемы видите в этом тексте. Так, сдвиги, мутно, перенос, еще мелкий шрифт, неровно, контраст, неровное, еще цвет, мутно. Ну, это может быть картинка мутная, про мутное не это. Абзац нужен, цвет шрифта,
Вы заметили дефис? Про это тоже обращайте внимание. Да, дефис, правильно. Я не могу прочитать слово интервал. То есть я не могу, я не встречу интерлиняж. Ну или межстрочное расстояние, да? Правильно заметили. Межстрочное расстояние очень большое. Заметили? Трекинг, да, все верно, трекинг большой. Молодцы. Тут на самом деле не поставили тире. Межстрочное расстояние большое. За счет этого мы как-то, не знаю, нам трудно как будто читать текст. Вот. И да, цвет шрифта тоже правильно. Он очень блеклый, и его трудно читать. Вот. Следующий пример. Профиль какого-то, что это, фотограф, да? Как вы думаете, в чем проблема этого профиля? Именно сжато, мелкий шрифт. Тут, кажется, заметили, да, наоборот, интерлиняж, межстрочное расстояние, как будто наоборот слиплись, да? Да, расстояние между строками, все верно. Не путайте слово интерлиняж и интервал. Интерлиняж – это межстрочное расстояние. Да, все верно, молодцы, ребята. Вот тут еще заметьте, что Андрей Васильев, он должен был не по центру сделать заголовок, а по левому краю. Почему? Потому что у него, в принципе, текст не по центру, а по левому краю, да? Тут кажется, что шрифт он использовал, что это ближе к рукописному, это не рукописный, когда вот есть начертание италик, да, когда наклоняются шрифты. Это тоже не совсем хорошо именно для наборного текста. И старайтесь для наборного текста брать именно гротеск, обычный гротеск. Вот. Еще в вебе не делают абзац. Абзац не делают, а начинают сразу с новой строки. Абзац в вебе вот так тоже не делают. Абзац в вебе делается вот таким, получается, частями. На части делят несколько, это и есть абзац. Вот. А вообще, мне кажется, еще тут еще проблема именно цвет, да, какой-то тусклый, да, как будто это не фотограф, а как будто у Андрея Васильева похороны какие-то. Вот. Тут тоже на самом деле много проблем, да. Казалось бы, все по левому краю, но почему-то у нее название Евгения по центру. Тут непонятно, например, вот этот текст к кому относится. Про правила, помните, мы только что обсудили про правила внутреннего и внешнего. Вот тут, как вы можете заметить, описание именно вот обо мне как будто относится не к обо мне, а как будто относится к картинку ниже, да? То есть если вы будете именно в голове держать это внутреннего и внешнего правила, вы должны понимать, вы должны относить элементы к относящимся вот именно к обо мне, например, да, допустим, они должны быть вместе. Следующий раздел должен быть отдельно, а тут все слиплось. Тут проблема в том, что очень длинный именно текст по ширине. Его будет трудно читать, глаз не сможет такое большое расстояние прочитать.
И тут, ребят, на самом деле все такие плохие примеры. Так, ну, в общем, сегодня, кажется, мы обсудили. Я скину, получается, Notion. Я сюда добавлю презентацию, сервисы. Так, насчет домашек, я думаю, вы уже приступили. Сегодняшний урок, надеюсь, был полезным, и вы будете применять эти знания в своих домашек. Вот, теперь к домашке мы... Так, сегодня какой у нас? 23. До 30 мая, давайте дедлайн поставим, и до 30 мая вы должны ДЗ-1 сдать. Так, в общем, у меня все. Так, и еще хотела сказать, помните, я говорила про вот кернинг, да, интерлиняж. Я, наверное, еще запишу отдельно видео в фотошопе, просто запись экрана сделаю, быстренько покажу, где что делать. И еще вот на урок типографики скину. Как загружать новые шрифты в Photoshop? Вы, наверное, пропустили. Я в Notion сделала ссылки, как устанавливать шрифты. По этим ссылкам перейдете, и там все рассказано, как устанавливать для Windows шрифт, как устанавливать для Mac шрифты. А отдельно еще скачаете шрифты. По ссылке перейдете. Вот. Так, давайте вопросы напишите, я на интересные отвечу. Я сейчас чат читаю. Так, для русского языка. Ну, они, шрифты бывают на латинице, бывает кириллица. Примеры, каким должно быть ЗС-портфолио. На самом деле я об этом думала. Давайте пройдемся, кстати, как вы можете делать. Да? В начале, самом, по-моему, первом, во втором или уроке я рассказывала. Так, я, оказывается, не демонстрацию не сделала и показывала. Секунду. Так, началась, да? Мы в первом или во втором уроке, по-моему, говорили про то, где нам вдохновляться. Я говорила про сайт Pinterest, да? И в Pinterest вы можете смотреть разные примеры. Я, например, когда еще на курсах училась, в основном смотрела в Pinterest. Еще можете смотреть, я еще покажу сейчас. Сначала, например, допустим, возьмем Pinterest, да, и тут же напишем. Помните, я еще говорила, что лучше не на русском искать, а на английском. И прям пишем сайт портфолио сейчас. Так. Портфолио веб-дизайн. Вот так и ищем. Когда вы ищете какие-то сайты, какие-то примеры, да, всегда ставьте рядом слово веб-дизайн, и вам покажутся именно сайты. И вот по порядку вы можете искать, вдохновляться. Еще, кстати, помните, я скидывала ссылки на Photoshop, именно урок. Как раз-таки там вот, который рассказывает, да, куратор, он именно на примере портфолио как раз-таки делает, да, помните, Елизавета, по-моему, Орлова, он делает сайт, и там вот тоже хороший пример, кстати. Вот. Допустим, этот, например, хороший.
И вот по очереди смотрите. Вот тут, конечно, фотографии, наверное, неудачные. Может быть, кому-то понравится. Тут вы смотрите, да, какой заголовок должен быть. Что-то с интернетом сегодня. Помните про контраст, да? Когда у нас идет текст, картинка, картинка, текст. Тогда у нас будет разнообразие. Не забываем про композицию. Во втором уроке мы проходили про якорные объекты, да, логотип, меню бургер, может быть, да. Тут у нас какие-то элементы сайта, да, и в целом, когда у нас какие-то, вот на сайте именно 4 элемента квадратиком, да, как-то глазу приятно, да, и завершенная композиция, и нам уже больше так лучше уже смотреть. Например, у вас может быть тут мои работы, да, и там пошли работы. Вот главный баннер. Вы можете, например, брать отдельно, вдохновиться каким-то главным баннером, да, что-то, например, не копировать, конечно, полностью, а чем-то, например, вам понравился, как тут сверстан именно заголовок на основной текст, как, например, логотип ложатся, как меню, например, ложится, да, и остальное, например, следующий блок вам может понравиться из другого. И вот так миксуете, да, как в том фильме, да, все есть ремикс, и у вас выходит свой дизайн. Так, следующий пример. Вот, например, тоже. Тут, конечно, очень много мелких элементов. Вот, например, неплохой пример, да, все выполнено. Текст стоит, картинка, логотипы везде на месте, да, якорные объекты соблюдены, да. Вот так смотрите, друзья. Старайтесь всегда смотреть именно правильные примеры, тогда у вас лента будет уже, соответственно, к этому настраиваться. Вот, допустим, тут портфолио продукт-дизайнера пишет о себе, поставил красивую картинку справа, поставил якорные элементы. Следующим блоком он поставил такие тексты, да, это может быть у вас не тексты, а отдельные картинки, да, по которым можно переходить. Вот так смотрите. Еще я бы вам показала следующий сайт. Он также был, кстати, в списке, который я кидала, чем можно вдохновляться. Это сайт Inspire. Тут, знаете, мне что нравится? Тут можно разделить вот, по типам, да, по разделам. Допустим, вам какой стиль нужен? Допустим, вам стиль нужен какой-то лакшери. Вам покажут такие уже люксовые сайты, да? У нас еще домашки будут еще в следующих уроках, да, когда мы закончим портфолио. Допустим, мы можем сделать сайт архитектурного бюро именно по строительству там люксовых домов, да, и вы можете вот тут вдохновляться. Типы какие могут быть. Вот, допустим, по-моему, даже тут есть портфолио. Так, допустим, это агентство какое-то. Видите, тут уже идут сайты агентства. Вот тут, например, хороший пример.
крупная типографика, да, уже это новый дизайн, все минималистично, логотип на месте, якорные объекты. Дальше идет какое-то видео, да, вы можете также его поставить, но можете, например, поставить иконку play, да, и это будет означать, что это видео, например. Дальше вот все на месте, да, вот композиция вот в этом блоке соблюдена. Как? Так, что, например, есть заголовок, к нему есть поддерживающий текст. Допустим, если бы у нас вот тут был бы заголовок, тут все пустое пространство, у нас, наверное, дизайн слетел бы, да, все развалилось бы, да. Тут, например, блок каких-то преимуществ вы можете также сделать у себя. Допустим, там у вас портфолио будет, там, фотографа, да, мои преимущества, тут заголовок, и тут пошли преимущества, 3 преимущества, там, иконка какая-то там, и тут заголовок, быстрота, и тут текст, например. Мы укладываемся в сроки, все быстро и четко делаем. Тут какая-то соответствующая иконка, да, и пошли следующие. Вот. Такие вот можете смотреть сайты. Тут больше анимация. Анимацию мы, кстати, тоже будем проходить отдельно. Видите, тут композицию, заметили? Есть текст, есть дополнительный текст и какой-то поддерживающая композиция. Это может быть и кнопка, да, это какая-то ссылка. И справа и справа картинка. И при этом вот у нас получается вот это вот пространство, она уже заполнена. Есть все четко, у нас есть картинка, текст, и она стоит как-то, она все охватывает, этот вот прямоугольник, да, у нас нет ощущения, что где-то пусто, где-то что-то не так. Это и есть композиция, да. Вот переходы тоже, кстати, можете сделать. Например, у вас может быть портфолио, вы можете сделать вот мое портфолио, мои работы за последние 3 месяца, да, текст, и там какая-то кнопка. Также вы можете сделать такую вот галерею, одна, например, картинка, а вторая картинка неполная, и поставить кнопку. Это будет означать, что кнопкой можно нажать и переключаться этими картинками. Такие блоки тоже можете делать. Наверное, уже вот сайты, к которым вы не привыкли, да, но важно вот именно такими сайтами вдохновляться. Так, ну, давайте теперь какие еще вопросы. Өтүүнчү майга чейин кайсы домашкаларды тапшыруу керек? Биз бир эле домашка жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Башында мен силерге берген биринчи домашка бул сайт портфолио. Эгер көп суроолор болуп жатса, кээ бирлеринерде биринчи, экинчи сабактарды көрүп, Notion'га кирип, ссылкаларды көрүп, мен баардыгын бергем, ошолорду көрүп жооп алсаңар болот. Кстати, очень распространенный вопрос, ребят, можно ли использовать Photoshop вместо Photoshop, можно ли фигму использовать? Если вы знаете Photoshop, если вы знаете, как в нем работать, вы можете хоть где делать, хоть там Figma, да, хоть Sketch. Но если вы не знаете, как открывать даже Photoshop, как с ним работать, да, вам нужно домашку сделать на Photoshop, чтобы изучить этот инструмент, чтобы понять, как он работает, чтобы в дальнейшем, хоть вы станете дизайнером, хоть вы станете разработчиком, вам этот Photoshop понадобится. Вот. Тем, у кого не получается скачать, вот даже здесь в чате ребята скидывают Photoshop изделендер үчүн вот ссылку, да, либо там у нас есть в Дискорде раздел ресурсы, там есть ссылки. На каком сайте делать портфолио? Пока мы собираем домашки, то есть
пока вы кидаете до 30 мая мне домашку, вы когда домашку кидаете в этом Notion, да, есть раздел дизайна. Вы туда будете отправлять дизайн. В каком формате? В формате PNG, картинкой просто. Вот. А потом, когда мы уже все домашки соберем, возможно, это будет 3-4, да, домашек, тогда мы соберем портфолио. Портфолио мы будем, наверное, собирать на платформе Behance. Можно еще собирать на конструкторе на разных Tilda, Redimac, если к этому времени вы научитесь на этих конструкторах работать. Возможно, вы уже будете кодом, да, владеть, и вы можете уже сделать сайт и туда уже прикрепить свои работы по дизайну. Можно разным способом сделать. Тут здесь... Да. Спасибо, я как раз подключился, чтобы насчет домашки уточнить, да? И у меня до этого не было. Можно уточнить последнее обновление? Сейчас они куда должны домашки свои отправить? У себя, во-первых, в Notion, да, пока что? Первое. Да, второе? Второе я еще не говорила, потому что про Google форму вы говорили. Вот насчет этого я еще не сказала. Давайте я тогда всем скажу, друзья. Мы, по идее, завтра можем уже вам Google форму обнародовать. И прежде чем мы ее обнародуем, мы вам запишем краткую инструкцию, скринкаст, да, чтобы вы сперва это посмотрели и там, пожалуйста, без ошибок все сделали. Там очень легко. Вы будете делиться ссылкой на весь свой архив. Те, кто по разным причинам, я сегодня тестировал на телефоне, не могут, допустим, ссылку как-то дублировать, свой Notion, что-то в этом роде, друзья. Я вам уже второе задание на канале «Гибкие навыки» отправил. То есть вам надо будет такую таблицу просто самостоятельно собрать. Это вам же полезно будет. Notion мы будем использовать везде, и в дизайне, в сайтах, особенно в софт-скиллах. Так что если у вас проблемы с тем, что у вас ссылка не копируется, в таком случае просто создайте его с нуля у себя в Notion. Вот. Я сам с телефона что-то сегодня мучился, я еще с этим вопросом разберусь. И завтра вам надо будет просто скринкаст посмотреть, как вообще. Там очень легко, мне кажется, это не длинный, короткий довольно скринкаст получится. Сперва его посмотреть, а потом, если у вас уже Notion есть, все это у вас уже открыто, даже если он не заполнен, но он у вас есть, именно ею вам надо будет в таблице поделиться. И тогда каждый из вас будет иметь доступ ко всем домашкам, по всем предметам. Не надо будет каждый раз по дизайну отдельно, и, например, по коду отдельно, и по каждой домашке отдельно делиться. Да? У нас пока что такой формат. Хорошо, мы уже опросы последние посмотрели, там, по-моему, человек 500 уже смогли все продублировать, чуть меньше тоже вроде в этом разобрались. А те, кто не разобрались, не паникуйте. Вам легче просто такой же архив воссоздать у себя. Спасибо большое. Так. Был вопрос насчет Linux. Photoshop установить я не в курсе, Linux можно ли устанавливать, но, по-моему, был аналог Photoshop, который можно на Linux установить. Это в том же канале ресурсы есть, поищите там. Извините, сейчас у меня вопрос, можно я задам? Да, конечно. Еще есть же этот Photopea? Это что? Который онлайн, как Photoshop. Можно ли его использовать? Потому что у некоторых слабые процессоры, и из-за этого у них у многих проблемы. Ну, тут дело, знаете, не в том, что я хочу, чтобы Photoshop использовали, да, это больше понадобится именно тем, самим, да, понадобится Photoshop, чтобы в дальнейшем не было проблем. Потому что, например, если будут дизайнерами, да, то есть разработчиками, да, разработчику может прилететь работа в Photoshop. Какой-то дизайнер, какой-то старомодный, да, допустим, он любит только в Photoshop работать, и он ему кидает работу в Photoshop. То есть он нигде не работал, фирму не знает, скетч не знает, в Photoshop кидает.
А если разработчик, если Photoshop не знает, то он не сможет даже работу открыть. То есть такие могут быть проблемы, такие мелочи, но было бы хорошо Photoshop знать. Почему? Потому что это основа основ. Вообще дизайн начинался в Photoshop. Вот, если загрузили Photoshop, если нет, то, как придется, что. Хорошо, спасибо большое. Так, Уларбек Абдусаламов, у вас вопрос был, да, руку подняли? Так, как можно включить звук? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Не слышно, да? Да. Спасибо за урок. Было очень интересно. И я вот сделал на скорую руку вот за 2 дня и хотел бы и показать, и свои ошибки уточнить. Можно показать? Портфолио. Вы сейчас хотите, да? Ну, давайте Да. посмотрим. Демонстрацию можете включить? Да, секунду. Так, видимо, я не могу включить. Ару, ты можешь включить? Что? Включить демонстрацию? Включить демонстрацию для Уларбека. Да, хорошо, вот включила. Кстати, был вопрос, можно ли повторить известную работу, да, какую-нибудь, чтобы набить руку. Кстати, хороший вопрос. Вы можете для начала просто копировать какие-то работы, но это не входит в домашку, вы не отправляете эту работу, да. Вы для примера просто копируете какие-то работы, руку набиваете, так, как вы говорите. А потом вы уже поймете, как работать с композицией, и уже свое делаете. Это свое вы уже отправляете в домашку. Ага, слово вам, Уларбек. Вот примерно сделал, я еще не закончил. Вот, можешь ты кратко сказать, какие ошибки? Вот. Ага. Еще вниз отпустите или это всё? Да-да-да. Все, вот, скорую руку делал, поэтому вы еще говорили, после типографии. Я еще текст не изменил. Да, я поняла, да. Я бы сказала, для начала даже очень даже хорошо. Вы когда-нибудь делали дизайн? Нет. Ну, тем более, видите. Вы скинули через Notion там видео, я там просмотрел, вот про вспомогательные элементы, через него делал, и вот. Ага, да, Вот еще да. говорили через уши, вот оставить уши, и Да, еще. да. Отлично. Я бы сказала, вот по технически вы все правильно сделали. У вас есть пустое пространство по У бокам. меня вопрос, вот один вопрос. Да. Можно, да? Там кнопочка, вы говорили про кнопочку, чтобы нажимали, и в Photoshop есть такая кнопочка, когда нажимаешь и пролистывает она? Вы можете, получается, сделать кнопку, но она не будет работать. Почему? Потому что вы, когда уже будете верстать сайт, вы уже подключаете анимацию туда, да, JavaScript, тогда он уже будет работать. На макетах это не работает, и вы просто визуализируете эту кнопку и даете понимать, что это так работает. Через там коды, да? Пока что просто рисуйте кнопку, а потом, когда вы уже оживляете сайт, это все работает. На примере, например, в фильме есть анимация, она работает, но вы просто можете продемонстрировать, как это работает. Там, кстати, работает, но в Photoshop нет. Даже через Photoshop я искал, не мог найти, поэтому хотел спросить. Мне понравилось тут то, что вы именно работаете с сеткой. Как вы в разделе работы у вас картинки, да, стоят 3 картинки, и эти 3 картинки у вас ровные. Вот, тут, смотрите, внизу у вас текст с картинкам, да, идет книжная ярмарка, да, детективного жанра. Как вы думаете, какая ошибка в этом тексте именно по отношению к картинке? Знаю, я неудобно стало?
Как думаете, книжная ярмарка прилипла к картинке? Ну, да. Да, есть ощущение, да, что прилипла, как будто картинка магнита, она вот книжную ярмарку к себе притянула. Да, все верно, вы заметили, вот почему я говорила, после типографики приступите, вы вот поняли, да, как с типографикой работать, как с текстом работать, как, куда выравнивать, да. Так, можете еще наверх сделать? Еще? Мгм. Вот все, профиль. Да. Вот. Еще вниз, еще вниз. Ага. Мгм. Вот тут, смотрите, мы сегодня поговорили, да, что пользователям как бы неинтересно читать большой текст. Вот тут как будто у вас, например, текст на всю ширину, да, и как будто бы сюда что-то не хватает, ну, более разнообразить картинки, да, может быть. И, например, вот где опыт работы 2008 года, его можно немного укоротить, имеется в виду на не на, например, на 8 колонок у вас, а на 6, а наполовину какой-нибудь текст. Вы смотрели, как, кстати, примеры в Pinterest, Behance? Смотрели примеры? Да. Я оттуда чуть-чуть узнал, и вот этот черную, вот, типа черную оттуда взял. Мгм. И вот тут смотрите еще какая ошибка. Это нормально. Вы, когда я говорю какие-то ошибки, вы принимаете их как, ну, не так, чтобы я не буду делать, да, а так, что как можно было бы сделать, да. Допустим, у вас есть заголовок профиль, и внизу идет текст. Заметьте, текст у вас выровнен по левому краю, да? Да, у меня сначала было вот такое вот. Я когда сейчас Все, прошли, поняла. вы сказали, чтобы было ровно, без абзацев, и сейчас чутка изменил. Смотрите, вот в этом плане я абзац не имела в виду, что не должны быть. Например, если у вас заголовок стоит по центру, текст, соответственно, должен быть по центру. Вот сейчас он смотрится лучше. Если у вас текст выровнен по левому краю, соответственно, заголовок тоже должен быть слева. Поняли, да? Вот. И еще выше можете сделать? Выше экран поднимите. Понял. Мгм. У вас, получается, вот пришел пользователь на сайт, и как будто это не сайт, а, например, какой-то слайдер, да, презентация. Не хватает именно элементов Да, сайта. свет, да. Как он понимает пользователь, Я когда сейчас, попадает? Да, да, я он сейчас, понимает по логотипу, по меню, по поиску, да, по кнопкам, да, то есть куда я попал? Ну, я на сайт, наверное, попал, потому что есть кнопка, да, по которой можно переходить и так далее. ну, в А, фотошопе такие кнопки есть, да? Если... Вы кнопки рисуете, А, кнопки рисуете по прямоугольнику, просто ставите посередине текст. Вы смотрели урок по фотошопу, да, все смотрел. где вот ментор рассказывает про Елизавету Орлову? Вы смотрели? По-моему, нет, я до 5-го, по-моему, смотрел Мгм. или Вот, нет. вот там вот ментор там рисует как раз-таки кнопку, да, вот посмотрите это видео внимательно, и если вы будете все делать как он, то у вас ошибок не будет. Вот, так, Умарбек, по-моему, для начала как бы хорошо, не останавливайтесь, и вначале всегда будет плохо, запомните. У меня тоже был очень отвратительный дизайн, вот, так что если будете вот каждым разом просто его улучшать, в конце у вас будет отличный дизайн. Спасибо. Так, ну, вроде как мы поговорили, так что смотрите хорошие примеры, а, Тут, смотрите. кажется, еще кто-то включил, да, свою демонстрацию. Cengiz Şuşet'e, Cengiz siz bir. Да, Уларбек молодец. В целом же этот дизайн делал графический дизайнер, он просто как для поста всего лишь быстро-быстро накидал. Самое главное, что ты смог его повторить, да, ушел. А уже, когда хорошо научишься программой пользоваться, остальное уже от себя будешь добавлять. Шел.
И, пожалуйста, когда кто-то говорит, не перебивай, до конца дослушай, Варбек, а потом только говори. По-моему, кто-то нам показывает, но я не пойму, кто. Это у нас Джениш Тыган, Пакеша Барыш, Олгарситов Камашет сейчас. Наверное, А звук руке надо найди-ка добавить. с демонстрацию, кто делает, просто микрофон. Да, Да? Денис. Я вот попросила включить Ага. микрофон. Джениш Спасибо. Паки, вот осли. Добрый вечер всем организаторам и менторам. Вот, и я хотел бы вам показать свою работу за 3 дня, что ли. Ну, Ага, то, что вы задали, там, это, домашнее да. задание. Можете примерно посмотреть, как у меня вышло? Просто дело в том, что я уже не пользовался Photoshop где как минимум 10 лет. То, что я сделал, как бы, это с первого раза получилось. Ага. Давайте тогда помедленнее пройдемся по всей странице. Ну, вот как бы фоновую рисунку я взял на сайте, который вы прислали по ссылке. Да, отлично. Ага. А что внизу? Давайте пройдемся. Вот. Вниз. Вот. Угу. Угу. Вот шрифты, то, что есть, то и взял, как бы. Ага, да. И вот сюда вот пока ничего не написал. То есть не Мгм. написал. Да, супер. Денис, мне очень понравилось, как вы работаете с картинками. Вы очень со вкусом подбираете именно картинки. Я бы хотела это отметить. Да, тут есть проблемы с шрифтами, да, с типографикой, но мы сегодня это прошли. Я думаю, вы поправите, да, потом по тому, как я сказала. Вот. И вначале у вас также не хватает элементов сайта, да, логотипов, кнопок. Еще второй момент. Вот у вас есть мелкие картинки, 6 картинок. Вы можете, да, показать? Вот здесь. Видите расстояние между картинками? Да. Маленькое. И внизу, к следующим, когда картинкам приступают, у вас большое расстояние, видите? Да. Между картинками и картинками внизу должно быть одинаковое расстояние. Вот Да. такой момент. Да. Вы будете кидать домашки, и я буду выборочно какие-то выбирать, и, возможно, сделаю разбор именно домашек, да, и вы тогда тоже поймете, какие ошибки могли бы быть вот у участников, да. А так вот я бы хотела отметить, что у вас классные визуалы именно. Молодцы. Спасибо. Вот дело в том, что как раз таки вот из-за этого я сюда вот не написал, то есть текст не поставил. Да. То, что... А вы картинки брали в Unsplash? Вот эти, да, а вот Екатерины Орловой по интернету нашел. Да, классно. Видите, когда я кидала вам ссылки Unsplash, вы как бы поняли, что надо там брать, и вы взяли, и у вас классные картинки. Не взяли там первый попавшийся, да, в Гугле, а взяли там, где я кидала ссылки, и у вас отличные картинки. Как да, раз классно. Классно. Ребят, может быть, есть у кого-то еще готовый ДЗ? Давайте посмотрим тогда. Еще один. Гулира Калыкова. Это кто показывает? Это Чингиз Абдрашитов. Окей, я сейчас включу. Да, давайте. Так. Ребят, молодцы, что вы работаете с сеткой. Вот я вижу, да, классно, что вы поняли, где его включать, как работать. Очень приятно. Чингиз, вы уже можете говорить? Так, у нас параллельно кто-то начал. Чингиз нас слышит? Да, он включил микрофон, но почему-то его не слышно.
Вас не слышно. Так. Мне кажется, проблемы с микрофоном. Мгм. Тимур, если вы нас слышите, можете, пожалуйста, пролистать тогда работу. Я скажу, как, что, где, как. Мгм. У вас наверху есть логотипы? Мгм. Окей, вниз можете отпускать тогда. Мгм. Еще вниз. Видимо, Чингис нас тоже не слышит. Тогда давайте... а, Вот я говорила, да, Гулира Калыкова. Давайте у нее посмотрим тогда. Ару, вы можете включить у Да, Гулиры? сейчас я прекращаю демонстрацию Чингиза. Окей, прекращаем. Теперь Гулира Калыкова, да? Вот, я Мгм. включила. Здравствуйте. 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 Мне в фотошопе показать или в PNG формате? Без разницы. Вам видно? Да. Самое начало. Мгм. Вот этот символ бургер, наверное, по-моему, называется. Должно было быть здесь, но чтобы было равновесие, я поставила сюда. Мгм. У меня сайт портфолио фотографа Алена Перепелица. Она украинский фотограф. Мгм. Портфолио. По разделам у нее портретная фотосессия Love Story. Мгм. И здесь о чем? Мгм. Здесь Мгм. короткая информация о разделах или какие можно портфолио создать или фотосессии. Здесь Мгм. информация о фотографе, Мгм. блог, пример блога и Мгм. обратная связь. Отлично. Гулира, я бы сказала, у вас тоже хороший вкус по подбору. Вот я заметила цветов. У вас я заметила шрифт, например, покрашен, да, какой вот такой интересный цвет. И соответствует именно цвету картинкам, да. Это тоже важно, да. Вот. А тут почему-то у вас синий, да, текст. Вот лучше использовать, конечно, максимальное вот количество, немного цветов. Вот. Еще я бы что отметила. У вас красивые картинки по верстке. Вот мы сегодня прошли, да, как раз верстку, и я думаю, вы еще улучшите свою работу в том плане, что вот наверх сделайте первый экран. Вот заметьте, что у вас весь контент, он выровнен по правому краю, да? Да. В вебе Да. по правому краю обычно не выравнивают. То есть человек читает, мы обсуждали, по-моему, во втором уроке, что человек читает слева направо, а не справа. Ну, арабы, да, читают, они справа налево читают, а мы читаем кыргызы, русские, да, у кого вот слева направо читаем. И, соответственно, в вебе мы используем эту технику, чтобы пользователям было удобнее. И, соответственно, у вас должно быть наоборот. И, Вот это... соответственно, да, меню получается слева, бургер справа, Алена получается тоже справа, то есть слева, да, должно быть, и, картинка должна быть справа. И вот вниз еще пролистайте. Ага. Вот второй раздел, да, мы вот сегодня как раз обсуждали про правила внутреннего и внешнего, да. Вы, конечно, об этом не знали, но будете еще править. Вот, например, есть бизнес-фотосессия и свадебная фотосессия, да.
Понятное дело, что мы можем соотнести картинки, да, тексты, но когда, например, смотришь сразу, как будто бы свадебная фотосессия относится к мужчине, да, как будто бы прилипла немного. И правило внутреннего и внешнего работает с расстоянием, чтобы между блоками, которые относятся друг к другу, да, его делать ближе, а который не относится, его делать дальше. То есть расстояниями мы работаем, мы подаем пользователю понять, что к чему относится сразу, да, не обдумывая, например, пользователь не будет смотреть, это свадебная картинка, это мужчина, значит, это бизнес. Он не будет так читать, он сразу будет смотреть. Вот, еще вот по выравниванию, да, по центру у вас в основном текст. Лучше, конечно, использовать выравниванием по левому краю и, соответственно, картинки тоже к этому подгонять. А так, в целом, именно по визуалу у вас хороший вкус. Нужно еще доработать именно по композиции, чтобы это не смотрелось как-то там кусок, здесь кусок, чтобы это смотрелось целостно. Вот, ребят, я думаю, на этом закончим. Круто, что вы делаете домашки, даже не ожидала, очень, очень приятно. Не останавливайтесь, делайте дальше, применяйте сегодняшние практики, сегодняшние знания на практике, да. Вот, и мы увидимся с вами в следующее воскресенье. Так что всем спасибо. Спасибо большое за урок, было очень интересно. Спасибо. Да, все, всем пока тогда. Пока-пока. Спасибо, Жазгуль, как всегда, классно было. Так, пока еще не завершила, мне тут одно объявление было. Нам Тлекс Лайманбеков отправил сообщение, я в Келечекке на телеграм-канале, в телеграм-группе продублировал, сейчас еще в Дискорде продублирую, там есть очень хорошая компания, они давно за нами следят и хотели бы взять стажеров, тех, кто, допустим, уже что-то знает, да, есть какая-то база по JavaScript, например, а какие-то другие аспекты они сами обучат, соответственно, среди стажеров потом уже и выберут кого-то и возьмут на работу. Если среди вас есть такие, которые что-то понимают, пожалуйста, отправьте свои резюме либо на телеграм-канале, либо как-то в Дискорде напишите. Вот мое этот. И завтра объявление, скажем так. И завтра, пожалуйста, мы вот Google форму вам скинем, скринкаст скинем, посмотрите. Надеюсь, уже разберетесь. Те, кто не может скопировать ссылку, я сегодня тоже пытался с телефона это сделать, но не знаю, там какие-то нюансы. То есть в самом браузере, в Notion, вы уже должны быть именно из браузера, да, как-то зарегистрированы, чтобы он по ссылке сразу внутри, скажем так, браузера и открылся, где вы можете его дублировать. Вот. С компьютера это как-то легко делается, да? Хорошо, друзья. Спасибо вам всем, что в воскресенье пришли на занятия. Также остальные башкирцы айтып коеюнчу, бирдеке окшош болуп жатса, достор, паника болбогула, переживать этпегиле, баардык нерсени болтурса болот, кичине эле фокус кылып концентрация кылсаңыздар, баардыгы окшошот, ошол бир жума бүттү, буюрса жакшы эле бүттү, анан көп переживать эте бербегиле да. Меники окшош болуп жатат, уже окуумду таштап коем деп. Силер кылып аткан нерселер окууга тийиштүү, бирок мындай силердин келечегиңерге мындай кандайдыр бир чоң нерсе келтирбейт да. Бул болгону административный, операционный кандайдыр бир иштер деп койсок болот. Болгону именно процесске тийишелүү. А окууну мына бул жерден Жазгуль айтып берип атат, Мирлан, Турат агай бар. Ал башка нерселер. Анан бир жолу болбой калса, эми ошон үчүн колуңарды таштап дегендей жок, биздики окшошпойт экен деп. Кыла бербегиле, переживать этпегиле достор. Ошол. Наоборот, тутунгула, анан ар кимдерде ар кандай шарттар бар. Анан кээде ошол проблема силерде мүмкүн действительно ошондой проблема бар, калгандар алар байкабай калышкан. Ошон үчүн анан эч ким жардам бербейт экен деп эмес, эми жардам берүүчүлөр көп эле. Буюрса биз азыр көп балдарды көрдүңөр, уже ютубтан записьтерди кылып атышат, өзүнчө мындай конференцияларды кылып атышат. Ошентип деле силер аралашсаңар, буюрса эме болуп кетет. Эгер вообще эле чоң проблема болсо жазгыла, макулбу, жардам бергенге аракет кылабыз. Ошо эч переживать этпегин, анан постоянно
женский аудиторияга анан именно женский спикерлерди чакырганда мындай мотивация бере турган нерсе алар так беришет, разговор жок, бирок ошол нерсе силерге мындай бензин болбош керек. Андан сырткары деле силерде көп кандайдыр бир жашоодо шарттарыңар ошол нерселер силерди алдыга түртүш керек. Анан билбеген нерселердин баарын үйрөнүп алса болот. Сервистер мындай башында үйрөнгөндө биз көнүп калган үчүн бизге кичине башкача көрүнүш мүмкүн, а силер биринчи жолу кылып аткан үчүн көп нерсени баягы көбүрөөк убакыт сарпталышы мүмкүн. Ошон үчүн ойлобогула, мен жалгыз эле ошондой экенмин депчи, баардыгы эле кылып атат, мен кылбай атам деп, андай эмес да. Эртең Google форманы ныртканда өзүңөр деле көрөсүңөр го, канча адамдыкы кылып атат, анан ошол бөлүшүп аткан нерселерди эле алар кантип кылганын эле бир sıra карап туруп эле кайталап койсоңуздар, достор, жеңил эле да. Хотя бы ошондой вариант кылсаңыздар, ошон үчүн биз домашкалар менен биздин платный курста Polaris'te жок болчу, анан кээ бирлер ушинтип кала баштаганда анан коммуникациянын чоң бир мааниси бар да, значениясы бар. Аны кылыш керек, болбосо силер командаларды деле таппасаңар переживать этпегиле, өз ара деле заниматься эте бергиле. Ошон үчүн домашкалар менен силер в обязательном порядке бөлүшүшүңөр керек. Ошол ал жакта каталар чыгышы мүмкүн, же көп гениалдуу нерселер чыгышы мүмкүн. Алар башкалар көрсө, силердин артыңардан карап туруп, баягы мектепте отличниктердин тапшырмасын алып көчүрүп кете берчү го. Хотя бы ошондой болуп түшүнүксүз болуп атсачы, хотя бы просто артынан кайталап кете берсеңер, түшүнүп каласыңар. Рано или поздно түшүнүк пайда болот. Ошон үчүн бир жума өттү болгону, кээ бирлердин немелерин окусам, ошо кээ бирлер вообще эле кечээ деле Дамира болгон эмеден көп мотивация силерге оказывается керек болчу экен, анан сабак башталды, какие-то сложности башталды, меники болбой атат деп. Мунун бир эле эмеси бар да, кандай десем, решениясы. Силер күнүгө хотя бы жарым Инстаграмга кантип кирип, канча убакыт коротсоңор, бул жерде деле ошондой Дискордко кирип, ошончо убакытты коротсоңуздар, көп маалыматтарды таба аласыздар да. Эгер силер информацияны кеч алып жатсаңыздар, анан кийин мүмкүн ага чейин да толтура башка поясняющий, түшүндүрмө информацияларды силер көрбөй калып эле өзүнчө эле паника боло бересиздер да. Просто в курсе болуп турсаңар, эч кимден калбайсыңар да. Анан 3-4 күн келбей туруп, 5-чи күнү кирсеңер, конечно, силерде 3-4 күндө чогулуп калган нерселерди, бир жакта көп нерсе өзгөрүп кетиптир деп эле анан паника башталат да. Ошон үчүн информацияны так убагында алып турсаңар, анан колдон келишинче башкаларды деле карап үйрөнө бергиле. Ошол башкалардыкы окшош атса, эмне үчүн силерде окшош болуш керек? Ошондой эле суроону берсеңиздер өзүңүзгө. Анан кээ бир кандайдыр бир нерселерди ошол мен бая эле айтып атам, ошо Notion мүмкүн телефонуңузда иштебей жатса, анда компьютерден иштетип көргүлө. Анан вообще эле болбой жатса, анда ошол нерсени өзүңүз телефондон кирип алып туруп өзүңүз кылып көрүңүз. Ошол эле базанычы мен атайын ошол отзывдарды окуп, башкалардын нерселерди окуп, анан гибкие навыки деген каналга ошону экинчи тапшырма катары бергем. Ошол базаны, достор, кийин силер архивди өзүңөргө жүктөп алган болсоңор, ошону эми с нуля өзүңөр түзүп көргүлө. Ошо любой нерсени өзүңүз колдоно баштаганда эле сразу эле түшүнүк пайда болот. Биз ал нерсени көп колдонобуз, Notion'да особенно. Эмнеге? Силер азыр мисалы үчүн башка ошо компьютер сайенс боюнча видеолорду карап туруп көп нерсени үйрөнөсүңөр да. Аны биринчи көргөндү үйрөнөсүңөр, анан которгонду үйрөнөсүңөр, ал жакта эмне жөнүндө айтылып аткан нерсени жазганды үйрөнөсүңөр. Ошонун баарын Notion'да эми презентация катары эмес, Notion'да ошо презентация катары Notion'га киргизсеңиздер, бул почти практически готовый сайт эле да. Анан кээ бир нерселерин жакшыртам десеңиздер, ошо жаздын видеолорун көрүп, Figma'дан мындай индивидуалдуу кылып, ошол нерселерди кошуп койсоңор, бул 90% даяр прототип десек болот да. Ошол нерсе бул уже настоящий силердин архивиңер болот. Ошолор менен бөлүшө аласыздар да, көпчүлүк менен, не только келечекте, а вообще эле да. Келечекте деле колдонсоңуздар болот. Ошон үчүн биз Notion'ду колдонгонго, күнүгө ошону колдонгонго ар кандай тапшырмаларды берип турабыз. Бул творческий процесс деп коет, достор, эмне үчүн силер дизайнда отургансыңар, анткени ар бир адам творческий личность десек болот. Бул нерсеге биз аябай көп көңүл бурабыз, анан аябай чоң ставка кылабыз да. Анткени именно творческий какой-то навыктарыңарды, жөндөмүңөрдү ошо муну эч качан эч ким мындай
конкуренция боло албайт да сиздергечи. Ошол эле роботтор болуп, автоматизация болуп айырмасы жок. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошонун үстүндө фундаментти кылыш керек. А творческий процесс деген канчалык көп исследование, анализ кылсаңыздар, ошончолук сиздин процесстериңер жакшы болот. Ошол эле презентацияңар аябай жакшы чыгат. Анан команда менен кылсаңыздар андан да кызыктуураак болот. Ошол достор. Записти өчүрүп кое берсең болот, Аруке. Бизде стандартный процедура бар. Ар бир сабактан кийин биз кааласа ар бир 15-20 жарым сааттын ичинде силер микрофоңарды жаап алабыз. Ошол жерден мындай сүйлөшүүчү нерселерди сүйлөшсөңөр, эгер кээбирлердин мисалы үчүн мен муну кыла албайтам, андай кыла албайтам десе, башкаларга ал нерсе кызыксыз болушу мүмкүн. Анткени мыякта көпчүлүк андай учурда биз силерди просто башка комнаталарга бөлүп кое алабыз. Мүмкүн араңарда 20-30 киши бар. Мен муну до сих пор кыла албайтам депчи. Ошол эле убакытта башка кишилер бар, мен ошону көрсөтө албай жатам депчи. Алар комнаталарга кирип сразу көрсөтүп берет анын барынчы. Ошол достор, тогда запись показать тех, не тех, кто, допустим, в Америке там приехал и там чего-то достиг, а тех, кто еще в Кыргызстане сидит, уже там чего-то достигает, да? Вот. И мы хотим, чтобы вы были очень активные, чтобы не были пассивные, чтобы у вас просто была большая сеть, да? Чтобы у вас вот в любом месте вопрос решался, не только внутри Кыргызстана, да? Вот. Чем больше будет внимания уделено этому проекту, там, Эркин Адылов, да кто угодно может потом прийти. То есть, если гора не идет к Магомеду, то мы должны пойти к ней. Вот мое предложение. Если хотите эти аспекты ускорить, можете самостоятельно выбрать цель. Уже один раз Талаем вы это делали, да? Почему бы не повторить и с другими? Ушул боюнча Олжобай агай, силер бизге контактларды ыргыткыла, мы как бы коллективно, может, затерроризируем. Давайте тогда эмеге Дискордго бир эме ачып туруп, ошол жактан ушул убакта киребиз деп заранее айтып коюп, ошол маалда чогуу кирсек болот. Кандай болот ошол идея? Жакшы болот. Негизичи баягындай атака кылгандан обычно разведгруппа алдыга кетет да. Бул жакта мисалы үчүн мен Токтокуновдун инстаграмын билбейм десем, мени чатта билгендер жазып атышпайбы? Ошондой да, достор. Особенно разведчики, которые в инстаграм мониторят прям конкретно. Я сегодня в этом убедился, я в 7:10 скинул ссылку на ориентационный урок и смотрю, там что-то знакомые фамилии ходят. Вроде для платного курса делали. Так что вот таким людям я и обращаюсь. Если вы знаете кого-то, просто кидайте ссылку, нашли в Фейсбуке, кидайте там, кидайте. А мы потом все хором его изучим, точнее каждого из них изучим, и будем прям системно их таргетировать. Там уже посмотрим, кто выйдет. По идее, у нас сколько? 40? Написали, менде номери бар Азамат Байкенин деп. Бар бы, хорошо. Бар болсо Бирөө сүйлөшөбүз жазды да. да. Ну вот, ошондойбуз да, биз кыргыздар ошондойбуз. Так что ошондой кылайлык, достор. Ладно, мен ментор деп бир канал ачып берейин силерге, Дискордтон. Хорошо, ошол жактан контакттарды эле ыргытсаңар, анан бирок контакт ыргытса экинчиси ыргытып жүрбөсүн, бул ким депчи, бул эмне тапшырмабы депчи. Ошо. Ал жактан только контакттарды ыргыткыла, анан биз баардыгын чогулта баштабыз, поверьте, алар они и сами не против будут, да, присоединиться. Главное просто вот ошондой эле нерсе кылсак, алардын тажрыйбасын алып. И как я вам ранее говорил, достор, это не так, что бир жолу чакырып койдуң, азаматсың деп 500 адам катышса, 30 адам фидбек жазып койгон, это не канает, да? Если катыштыңарбы, бөлүшүп койгула, хотя бы лайк поставьте, именно чтобы этот человек услышал, да, если он убедится, что это же любому это относится, какая разница, көрсө, ал кайра эле келгиси келет, бул же наркотик болуп калат. Айтып го, чё мне Талай написал-то там, балдарың айтып кой депчи, видимо, ваша активность там упала, вот он и просит дегендей, потому что я тоже хотел, чтобы я это и так знал, я это все мониторил, скринил и был в курсе, что там большой ажиотаж создает именно келечек, да, пошел. Поэтому көпчүлүктүн күчү ошондо, биз көпчүлүк менен барып любого можем в своей сети захомутать дегендей. Олжобай агай, мен айтсам, сурасам болобу? Ооба, сиз эме кылсаңыз, мне уже надо выйти, мне надо домой позвонить, чтобы мне ключи скинули дегендей. А то мен зумдан звонок кылсам. Айта бериңиз. Саламатсыздарбы, келечек долбоорунун катышуучулары?
курсташтар, туугандар. Мен Эмиратtan чыгып жатам. Ушул долбоор, ушул эмелер боюнча, менторлор боюнча стартаперлер башка мамлекеттин адамдарынан да чакырсак болобу? Например, күчтүү ушу IT тармагында иштеп жаткан жана өзү нөлдөн баштап буттарына турган адамдар. Мен, например, блокчейн проектине катышып, өзүнүн долбоорун чыгарып, данный момент Эмират